Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях замполит 8-й мотострелковой роты полка Башкортостан, ветеран СВО Рустем Уразаев. Здравствуйте. 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 Рустем, вы служили на должности замполита. Но с какого по какой период? На должности замполита я находился с мая 2023 года, непосредственно в зоне СВО с 28 августа 2023 года по июнь 2024. Сейчас вы в Республике Башкортостан, можно сказать, дом на родной земле. Сложно было перестроиться? Да нет, наверное, к мирному небу привыкать значительно легче. Перестраиваться для участия в СВО было несколько сложнее. Но сейчас вы уже по состоянию здоровья дома будете, можно сказать, и выстраивать дальше мирную жизнь. Наверняка поддерживаете связь с ребятами там, которые остались на передовой? Да, безусловно, с ребятами общаемся, переписываемся регулярно. Общаемся с ребятами, кто находится непосредственно на передовой, общаемся с ребятами, которые находятся в госпиталях здесь, на территории России, регулярно. Вот вижу награды у вас заслуженные. Медаль участника специальной военной операции и медаль за боевые отличия Луганской Народной Республики, правильно? Так точно. А за что они? Неоднократно приходилось принимать участие в боевых заданиях, приходилось вести ребят на выполнение боевых задач. Я думаю, что именно эти заслуги оценил ЛНР и Леонид Пасечник. Вы служили в 3-й мотострелковой, правильно? Совершенно верно. А чем сейчас замполитам приходится заниматься на СВО? Это одна из основных задач – поддерживать боевой дух ребят, мотивировать их, вести за собой. Но мне очень повезло с командиром, поэтому, конечно, бойцы шли за командиром. Я шел вторым номером, можно сказать так. Ну, должность замполит, и, насколько знаю, позывной замполит. Так точно. Как так? Недолго думали? Нет, на самом деле, с легкой руки командира полка этот позывной ко мне, так скажем, приклеился. И когда заходили на территорию Луганской, Донецкой республик, были определенные опасения. Я думал насчет того, чтобы сменить позывной, но потом подумал, что, наверное, этого делать не стоит. И с первого до последнего дня мой позывной был замполит. Ну, то, что всегда остается на память, это ведь не только позывной, это еще и редкие моменты, которые удается запечатлеть на фотографии. Давайте посмотрим о том, как это было вашими глазами. А где это сейчас? Это все Кременная, западное направление от Кременной. Это наши зимние Луганская Народная редкие пейзажи. Республика. Это граница Луганской и Донецких народных республик. А как зовут кошечку? Это Маруся, наша любимица, воспитанница наша, мышеловка. Тут вы спите прямо на земле, да, лежите? Не спали, это мы готовились к выполнению боевой задачи. А это не Кременский лес? Это западная окраина Кременной. Все выжжено, все деревья покосило. Вот. А это не трофейное оружие? Это трофеи. Это трофеи, полученные нашими. Вот в 22 году Кременную как раз-таки освободила моя дивизия, 90-танковая дивизия в составе 6-го танкового полка. Мы 2 недели штурмовали и успешно взяли, а украинцы отступили. Фото, конечно, не очень разнообразные, будни фронтовые. Как это вот там воспринимается, такая атмосфера? Совершенно обыденно. То есть к этому, конечно же, привыкаешь, потому что мы постоянно жили в подобных условиях. Ну, они нам казались вполне комфортными. У нас даже был свой собственный спортзал под открытым небом. То есть вы успевали еще и заниматься? Да. Но физическая подготовка, она нужна, конечно. Безусловно, безусловно. Поэтому старались в свободное время физическую форму поддерживать. Наверняка в ваши задачи входило работать индивидуально с каждым бойцом, чтобы подразделение было одним единым целым, таким сильным кулаком. Как находили верные слова? Непросто, конечно, непросто. Ребята у нас совершенно разные. Действительно, все по-своему герои. Подход находить, наверное, нужно было каждому. Это было не всегда просто. Я считаю, что если заслужить авторитет у ребят, то они начинают очень неплохо понимать и командира, и замполита,
Я очень надеюсь, что у меня получилось это сделать. Поэтому не скажу, что с полуслова, но ребята понимали меня неплохо, я старался понимать их. Вот когда я участвовал в зоне специальной военной операции, мы, помню, в отделении поздравляли Данила, нашего наводчика-оператора. А вот вы как поздравляли бойцов? Мы поздравляли бойцов, старались и с наградами, и Вот с именно с днем рождения. памятными датами. Бывало и такое. С Новым годом мы старались пройти по всем нашим позициям с командиром, поздравить наших ребят и поддержать их. Поэтому да, конечно, старались. Ну, вот это общение, оно нужное, оно важное, оно согревает душу, сердце. А с родными ребят тоже наверняка поддерживали связь? В силу должностных обязанностей мне неоднократно приходилось общаться с родными, ну, непосредственно и с ребятами самими, и с их родными. Рустем, а откуда вы родом? Я родился в городе Пермь. С 79-го года я житель Уфы, поэтому я уже считаю себя уфимцем. У меня даже уши уже не соленые. Да. Вы женаты? Да, конечно. У вас дети замечательные. У меня замечательные совершенно дети. У меня дочь учится в Подмосковье, и сын заканчивает лицей в этом году. Вы доброволец. Для вас СВО, насколько я знаю, мы с вами это обсуждали, началось возле форточки в военкомате, когда комиссар вас подвел к ней и сказал: смотри, тут небо и солнце. Ты допускаешь такую вероятность, что это все никогда больше в жизни не увидишь. И вы ответили мне, что даже не сомневались. Как так? Ну, это был очень запоминающийся и по-своему, конечно, необычный момент, потому что я этого не ожидал. Но, видимо, в силу того, что я ранее не служил, эта фраза была сказана. Ну, я ответил, что в моем возрасте принимать необдуманные решения уже, наверное, излишне, да, поэтому это было взвешенное, четкое, обдуманное решение. Но вот супруга как отреагировала? Она не ожидала такого. Потом впоследствии призналась она, что где-то догадывалась она, что такое может произойти. Несмотря на все тяжести, которые какие-то встречались, я никогда не жалел об этом решении. Замполит мотострелковой роты. Понятное дело, что вы тоже там, на передовой с нашими бойцами, и не всегда телефон в руках, да и не везде можно. Но есть видео, где вы поздравляете близких с Новым годом. Это наверняка те редкие минуты, когда телефон в руках держать безопасно. А еще это поздравление с Новым годом мы, конечно, смотрим в апреле, но тем не менее, вот редкие минуты счастья там на передовой. Мои дорогие друзья, от всей души в преддверии наступающих новогодних праздников хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Здоровья пожелать вам крепкого. Пожелать, чтобы грядущий год принес вам только успех и благополучие, чтобы во всех семьях царило тепло и взаимопонимание. Искренне желаю вам мира и добра. С Новым годом вас, друзья! Рустем, а вот в этом видео на заднем фоне выстрелы. Где это было? Это западная окраина Кременной. Выстрелы там звучали у нас с завидной регулярностью. Наверное, к этому привыкли, честно говоря, когда я записывал видео. Я не совсем обратил на это внимание, мне потом подсказали. По состоянию здоровья вы уже около года дома. И наверняка тоже проходили какой-то определенный этап реабилитации. А в санатории «Зеленая роща», который находится в Уфе, скоро появится центр реабилитации для бойцов, для участников специальной военной операции. Ради Фаритович его посетил совсем недавно. И там вот 20 лет проработала моя мама. Да? Да. А как вы считаете, на что нужно сделать упор? Что бойцам больше всего потребуется после возвращения с зоны специальной военной операции? Самое главное, в моем понимании, создать там теплую, мирную, благоприятную атмосферу для прибывающих ребят, чтобы они почувствовали себя здесь как дома. По поручению главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова успешно стартовала программа «Герои Башкортостана». Как участник, чего ожидаете от проекта? Да, я в течение первых 2-3 дней подал заявку для участия в данной программе.
программа, безусловно, важна, необходима. Она необходима и для того, чтобы наиболее полно реализовать потенциал и возможности возвращающихся героев. И эти люди особенно ценят мирную жизнь, поэтому они смогут на это взглянуть совсем под другим углом. И думаю, что решать ряд проблем они смогут это сделать значительно эффективнее, потому что их приучило нахождение на СВО. С учетом вашего экономического образования и уже военного опыта, кем видите себя на гражданке? Мы, военные, привыкли выполнять то, что нам скажут, двигаться в том направлении, в котором будет необходимо. Поэтому свои знания и силы применю там, где посчитает нужным, в частности, руководство республики, если у меня получится преодолеть все этапы данного отбора. Желаем вам удачи в этом. С начала СВО такие понятия, как патриотизм, Родина, для многих наверняка заиграли новыми красками. Что в вас изменилось? Что эти понятия для вас? Ну, эти понятия и были моими, наверное, основными побуждающими стимулами для того, чтобы направиться на СВО. Да, потому что, не скрою, у меня перед глазами был совершенно замечательный пример. Это мой старший брат. Он ушел служить на СВО раньше меня. Патриотизм не чужд ни ему, ни мне, ни одному из бойцов, находящихся сейчас на СВО. Поэтому это то, что нужно воспитывать, лелеять в нашем подрастающем поколении. Это то, что должно быть неотъемлемой частью, считаю, каждого человека, каждого жителя нашей республики. Мы желаем крепкого здоровья и вам, и вашему брату, и всем ребятам, кто сейчас защищает нашу Родину с оружием в руках и здесь, в тылу. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.